кыргызского. Саламатсыңарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз атайын пресс-конференция берип жатабыз. Жакшы жаңылыктын кандайдыр себепкери катары жаратмандык проект кылып, азыр эл аралык консорциум түзгөнбүз, Эко Power деген. Анан ошо мен бүгүн өзүмдүн өнөктөштөрүмдү алып келгем. Мен тарапта мына башкаруучу директор аты Роман Рошель, өзү Германиядан келип, ошо Кыргызстанга азыр биздин ошо Эко Power'дын жетекчиси, консорциумдун. Андан кийин биздин ардактуу консулубуз Кыргыз Республикасынын Кореядагы, бирок ошол эле иретте Кыргызстар деп Старковдун атынан ачылган азыр консорциумдун мүчөсү Ким Хо Сонг келип өзү отурат. Биздин негизги максатыбыз пресс-конференцияда багы элге маалымат кылып, ачылардын алдында айтып, биздин технологиялык кандай өзгөчөлүктөрүбүз бар, жетишкендиктер бар жөнүндө сөз кылат элек бүгүн. Бүрсү күнү 19-да ошо Хаятта ачылышы болот. Расмий ачылышы болот. Анан эгер кызыккан журналисттер болсо, сиздер деле келип, ошо 2 сааттык биздин атайын иш-чарага катышып, чай ичип кетсеңиздер болот. Орусча айтайынбы? Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы сегодня имеем честь представить наш международный консорциум Эко Power. Сегодня я не один, у меня вот коллеги справа от меня Роман Рошель, управляющий директор консорциума Эко Power. Он сам представляет очень большую компанию Solar СНГ, и также он имеет опыт в Германии. Также у нас есть наш партнер, представитель не просто корейской компании Старков Кыргызстар, но и является почетным консулом Кыргызской Республики в Корее, является также партнером нашего международного консорциума Эко Power. Сегодняшняя цель нашей пресс-конференции – это стать причиной хорошей вести о том, что мы хотим помочь энергосектору Кыргызской Республики путем инженеринга, консалтинга, поддержки в развитии возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике. И мы приняли решение сделать пресс-конференцию в преддверии нашего официального открытия. Это будет послезавтра, 19-го, в отеле «Хаят». И в связи с чем мы будем рады вас видеть, уважаемые журналисты. Только заранее скажите, и мы будем рад видеть вас там. У нас там будут приглашены гости большие из энергосектора. Поэтому мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Роман, расскажите, пожалуйста, о предстоящем открытии вот этой компании, да, в чем заключается вообще создание этой компании и какая поддержка, помощь для Кыргызстана? Да, здравствуйте. Надо в микрофон. Да. Еще раз здравствуйте. Компания Эко Power, она не открывается, она как бы уже работает больше года на рынке Кыргызстана. Но именно сейчас мы приурочили такое открытие, потому что уже понимаем, как надо работать, где есть проблемы, которые мы можем решать, какие партнеры нам необходимы для решения данных проблем. Я сам занимаюсь в секторе альтернативной энергетики с 2007 года. Начинал с открытия компании в Германии и работали именно как монтажники солнечных панелей на крышах. Тогда только начинался этот бум в той стране, в Германии. И со временем мы как бы уже переросли в компанию, которая помимо монтажа занималась также поставкой оборудования, инжинирингом, проектированием, разработкой. И вот с 2012-2013 года начали уже первые проекты реализовывать в странах СНГ. Это был Казахстан, Беларусь, Россия, Украина, Узбекистан. Ну и помимо очень много европейских стран. Также Турция, Англия там и так далее. За это время мы поняли очень много нюансов, особенно на новых рынках, каким является на сегодня Кыргызстан.
Всегда страна, когда она приходит к тому, что объекты ВИА начинают формироваться в государстве, политика этому способствует, тарифная система, бюрократический аппарат начинает работать правильно для инвестора, банки финансируют проекты. Это все хорошо, но всегда государство такое смотрит на своих соседей и вообще на международный опыт. И все стремятся как можно быстрее это все сделать, но, как вам сказать, все равно есть определенные процессы, которые невозможно обойти. Например, чтобы сделать проект, включить какую-нибудь солнечную станцию или ветропарк в энергосистему Кыргызстана, необходимо пройти очень долгий путь. Нужно правильно подобрать площадку, нужно правильно найти точку подключения, нужно провести реконструкции определенных сетей, нужно пройти десятки согласований с различными органами. Кыргызстан здесь такая же точно страна, как и Казахстан, или Германия, или Беларусь. Никакой разницы нет. Везде есть свои, органы, которые нужно пройти и получить определенное разрешение. Вот этим мы, в принципе, и занимаемся. Почему? Потому что мы это уже знаем, мы это умеем, у нас есть команда специалистов, и мы хотим, мы не то что хотим, мы это уже делаем здесь, и я считаю, что мы будем очень хорошей такой помощью, как компания-консультант, как для инвесторов, уже работающих на рынке, инвесторов, приходящих на рынок, так и для государства. Потому что, повторюсь, мы объединяем в себе вот как раз-таки разные компании для того, чтобы выполнять всем этим требованиям. Почему это консорциум компаний? Потому что такой одной компании, чтобы она владела всеми вот этими ресурсами, их в мире в принципе единицы. Это очень огромные международные корпорации, скажем так, да, и они редко приходят на какие-то рынки, потому что они уже заняты глобально в мире данными проектами. Поэтому мы здесь объединили один из ведущих проектных институтов с Казахстана. Казахстану знакома методика проектирования в Кыргызстане, потому что, скажем, 80-90% это еще все постсоветские ГОСТы, стандарты, ПУ и так далее. КАСЭП, казахстанская компания, имеет огромный опыт, с 1937 года создана. На данный момент одна из ведущих вообще инжиниринговых компаний в Казахстане. Имеет там более 70 человек в штате, уже более 500 мегаватт спроектированных и введенных в эксплуатацию мощностей ВИА. Также мы здесь представляем несколько производителей энергооборудования, не только для ВИА, но вообще в общем в энергетике, потому что, я повторюсь, для того, чтобы включить солнечный или ветропарк или ГЭС в сети, необходимо реконструировать данные сети. Необходимо строить новые подстанции, тянуть новые линии. Соответственно, с новой генерацией необходимо и новую энергетику обновлять, для того, чтобы эта генерация передавалась в каждый дом, в общем по сети могла диспетчеризироваться, управляться. Соответственно, вот у нас такие партнеры, это компания Global Business Чехия, это компания EPS Энергия с Польши, это компания Starkov с Южной Кореи. Также две компании, имеющие опыт в инжиниринге, то есть в разработке, в предпроектных решениях по объектам ВИА, это Qualits, швейцарская компания, и также SNG Solar. Это компания, которой я сам являюсь основателем этой компании и на данный момент соучредителем. Компания, которая построила больше 1 гигаватта солнечных станций, несколько сотен мегаватт ветропарков. И вот мы грубо с 2012 года очень эффективно работаем. И СНГ Solar, она созвучна с СНГ, она так и создавалась этой целью работать именно на этих рынках. Вкратце о нас. У нас здесь уже имеется офис. Мы уже с начала года снимаем большой офис. У нас есть инженеринговый состав. И мы готовы всем оказать данную услугу, так же, как и любому участнику, который интересуется у себя где-то там на крыше небольшую станцию поставить. Всегда консультации наши, они бесплатные. Мы можем наглядно все показать, объяснить.
Соответственно, как бы мы не только на большие проекты как-то ориентируемся, или какие-то государственные, там какие-то банковские тендера, там мы работаем с любым клиентом по любому запросу. А вот скажите, пожалуйста, вот за последний год в Кыргызстане устанавливаются различные, ну вот, ветряки, да, как это солнечные, это в этих, в этих установках ваша компания как бы принимает участие? Мне неизвестно о том, что что-то устанавливается, потому что на данный момент, как я знаю, никаких проектов еще не строится. Начаты только 2 проекта больших в строительстве по причине того, что готовятся документы, делаются отводы земли, происходит трансформация земельных участков. Это очень такие сложные и долгие мероприятия. После этого, как правило, клиент должен сделать проектирование, то есть получить градостроительное заключение от местных органов архитектуры, и после этого делать рабочий проект, который должен пройти экспертизу и получить разрешение на строительство. Нет, ну вот государство к вам... Нет, конечно, мы работаем уже с несколькими компаниями. Мы на данный момент разрабатываем 3 проекта то есть мы делаем полный вот этот спектр, который я перечислил. Мы уже работаем в трех областях. Это Джалабадская область, Таласская, Нарынская. Вот, поэтому мы как бы там уже ведем эту работу для клиента. Мы подготавливаем документацию, делаем инжиниринг, делаем проектирование конкретно по объектам. Ну, вот я как бы надеюсь, что, наверное, в следующем году начнутся первые какие-то строительства, потому что сам путь проектирования и согласования всей документации с разрешением строительства, он занимает до года и более. Вот, соответственно, как бы вот... Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, по факту у вас есть данные, сколько домов или объектов используют вот эти солнечные батареи, ну, возобновляемые энергии? Сейчас Да, в Кыргызстане, да. Нет. я думаю, это очень маленький процент. Ну, а вы сами устанавливаете? Нет, мы еще здесь ничего мы еще не устанавливали. Мы только, Пока предлагаете сделать. да, мы вот как год работаем на рынке, то есть мы пришли на рынок, провели определенный анализ, в начале года открылись как компания, да, как бы, и начали заниматься именно уже по специфике инжиниринг, проектирования и так далее. Но к нам пока еще не обращались никто с частного сектора. А вот вообще у вас каких-то данных нет, да? Но другие компании устанавливают, и вообще видите, Можно я Да, отвечу? да. С позволения. Смотрите, мы специальный консорциум создали для того, чтобы обслуживать крупных инвесторов, транснациональных корпораций прежде всего. Наша задача именно подготовить домашнее задание и крупные проекты реализовывать, не домохозяйство. Для нас крупные проекты это когда идет тысячи мегаватт мощности. Ну, тысячи, скажем, десятки мегаватт. Десятки мегаватт, по крайней мере, да. Поэтому мы создали это с такой целью, поскольку в прошлом году рынок открылся в Кыргызской Республике благодаря принятию закона ЧС в энергетике. Если мне память не изменяет, то ли 9 либо 12 августа 2023 года. В марте 2023 года был принят президентом Указ был принят. Положение в энергетике Да. на 3 года. Да. И в августе было уже обновлено закон по возобновляемой энергетике, соответственно, Да. благодаря этому открылись определенные рынки. Там гласит, финансирование. да, гласит о том, что вот право на землю выдается без волокит. Второе, очень важно, это государство гарантирует, я озвучу, это официальная информация, открытая, 5 центов за киловатт, что вызывает интерес у ТНК, у международных финансовых институтов в том числе. В этом связи наша задача укладывается, наше ценностное предложение нашего консорциума это в 4 вещах. Первое, это мы окажем содействие в получении права на пользование землей. Что это такое? Это мы готовим для инициатора проекта ПредТЭО.
Экономическую часть я на себя беру, так как мы занимаемся моделированием финансовой части составляющих. Техническую часть на себя берут наши вот специалисты, то, что выше. Выступаете посредником между инвесторами и государством, да? Так? Государство, он потребитель, он заказчик, можно так сказать. Мы помогаем реализации, сопровождаем проекты. И потом с эскизным, уже с проектным рабочим планом мы разрабатываем именно всю документацию инженерами. Они все это разрабатывают в целях для того, чтобы получить разрешение на строительство, то, что вот Роман выше озвучил. И вторая очень важная часть – это PPA-контракт. На английском это звучит как Purchase Power Agreement. То есть это государство, мы, вот инициатор, кто запустил этот проект, допустим, или инвестор, да, вкладывает деньги, здесь заключается договор между государством и владельцем этого проекта на закупку, гарантированную закупку электроэнергии. Минимум 5 центов за киловатт. После чего наша компания готова проводить работу ТОРО. Аудит, инспекция. ТОРО означает это техническое обслуживание и ремонт оборудования на протяжении, я не знаю, там 10, 15, 20 лет. Срок от срока службы зависит. Но у Романа главная специализация, он выше озвучил, это именно строительство больших промышленного назначения огромных солнечных энергостанций. Солнечных. Сейчас вот он озвучил еще 3 проекта. Озвучил. Наша задача, как Ассоциация иностранных инвесторов, как Доминант Альянс, именно оказать содействие именно таких наших зарубежных партнеров в работе на нашем рынке. Взаимодействие с международными финансовыми институтами, с транснациональными корпорациями. Относительно транснациональных корпораций, вот недавно нам организовал встречу вот господин Ким Хо Сонг, можете у него тоже узнать, как работа в этом плане ведется. Да. Can you tell that? Я вот переводить, если хотите. How is he doing your job as an honorary consul in attracting the international investors into the energy sector? I'm very glad to see you. I love Kyrgyz people. Я очень рад здесь быть, я очень влюблен в Кыргызстан. Right now, I'm the honorary consul from Kyrgyz Republic in Korea. Я на данный момент также по совместительству являюсь почетным консулом Кыргызской республики в Корее. I pursue to attract good investment from Korea to Kyrgyz all the time in my life. За всю историю моего такого пробивания или имея отношения с Кыргызской республикой, я стараюсь привлечь инвестиции, технологии из Кореи. So I'm co-working with EcoPower right now. It's very good opportunity to support and cooperate. И на данный момент мы приняли решение вместе работать в консорциуме EcoPower, потому что это большая возможность вместе синергии двигаться, да? I'm trying to make many good companies, Samsung, Doosan, Hyundai, such kind of companies, to develop this country in order to invest with money, with good technologies. Я вот с недавних пор очень активно пытаюсь работать, обратить внимание таких глобальных корейских корпораций, как Samsung, Hyundai или Doosan, чтобы они сюда начали инвестировать и привозить сюда технологии. Especially, I know this country, the Kyrgyz, the people, Kyrgyz engineers, very creative and very, they have good foundation for electrical engineering. The basic and strong foundation for technology. Я верю
И потому что я очень много встречал кыргызских инженеров, они очень талантливые специалисты. И я верю, что у нас получится хорошая работа здесь. So I think that in order to catch up the advanced country's technology and to surpass the advanced country technology, in my opinion, we should use a fine AI technology from Korea. И я глубоко верю, чтобы достичь развитые страны или даже превзойти их, то нам нужно обязательно работать с технологиями из Кореи на базе искусственного интеллекта. So in this time, the StarCorp, the AI very fine technology company in electrical field, the company already selected by Korean government for a super gap technology company versus the all over the world. The company can provide AI, MDMS technology, AI, some electrical network, very good technology to Kyrgyz. So StarCorp found Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, actually right now I am the representative of Kyrgyzstan. We will bring very fine technology from Korea. So we will cooperate very well. We can contribute to reduce the loss of energy, huge amount of. Теперь вот говоря о практике, да, в частности, то на сегодняшний день компания Starkov является вот членом нашего консорциума EcoPower. Starkov является признанным лидером технологическим в сфере инноваций и искусственного интеллекта именно в области их применения в энергосекторе. И сегодня мы работаем над тем, чтобы в Кыргызстане запустить эти умные счетчики с функцией МДМС, а также электрозарядок. Более того, я хочу сказать, что в этом году Starkov создала дочернюю компанию с названием ОСО Кырстар, и я являюсь директором этого ОСО Кырстар. И вот мы хотим, чтобы Кыргызстан был действительно продвинутой страной в этой области. We are the Kyrgyzstan, StarCorp, and other Korean technology companies. Especially for me, I'm very honored to cooperate with EcoPower. Why? The Kyrgyz already has world best analog technology to sustain power network. It is very fabulous, as is true, and we can combine Korean artificial intelligence technology very well, and we can cooperate with all over the world the good fine technology companies. It is EcoPower, so we can contribute the Kyrgyz, especially to reduce some network, the noises like imbalance, harmonics. It makes, it can replace to build several big power plants. It is very, very meaningful. So technology, you can do it. Я с конца начну переводить, чтобы не забыть самую главную мысль. Для нас имеет большое значение, конечно, и большая честь быть частью международного консорциума EcoPower, как Starkov и Кырстар, поскольку мы заинтересованы внести свой вклад в потерях, технических потерях электроэнергии, особенно в процессе транспортировки, да, по сетям. И убрать шум, вот когда идет большие высоковольтные линии электропередачах, убрать дисбаланс, тем самым мы можем сократить потери настолько, чтобы мы могли бы заменить строительство новых нескольких электростанций. То есть это
будет настолько экономичным, что у нас вот в энергетическом балансе появится из существующих наших станций, электропередач, возможность именно сохранять электроэнергию, да, то есть ее мощность сохранять. Вот, и для этого у нас есть технологии, и для этого есть у нас только хорошее намерение. So I'm sure the eco power can contribute. For example, activities can surface all over the world with technology, with AI technology, and with consortium from all over the world, the good technology. So, for example, one example, we can forecast consumptions of power energy in advance. It means we can reduce spinning reserve. It means to reduce the power generation, the total amount. So we can contribute the energy efficiency and to reduce all the cost from this country. We can do it by all our cooperation. I'm sure Starhawk, Kyrgyzstan, and all other consortium companies in EcoPower, with EcoPower, it will be very, very meaningful and helpful in this country, Kyrgyzstan. Я постараюсь перевести основную мысль, но самое главное то, что наша задача вот вращающийся резерв электроэнергии, то есть именно цикл, сократить, ну, сэкономить на электроэнергии, и поэтому вот я очень верю, что EcoPower у этого консорциума большое будущее в Кыргызстане, не только, но во всем регионе Центральной Азии. Мы хотим действительно внести свой вклад, если будет со стороны правительства, государства признание и поддержка. А вот скажите, пожалуйста, господин Хансун, какие вот зачастую в Южной Корее используются вот источники энергии? Okay, Mr. Kim Ho-sung, can you please tell me what kind of sources of energy do you use in Korea? We use for example, we use nuclear energy Преимущественно мы используем атомную электростанцию. and the hydropower energy, Второе – это гидро. and we use coal, Третье – это, конечно, уголь. LNG, Четвертое – это газ, LNG. and we increase renewable energy right now. И на данный момент мы повышаем долю ВИА, именно возобновляемый источник энергии в энергобалансе. Especially right now, we use a lot of digital devices. It is very big difference. We face some. We need to some more fine technology because we use a lot of digital devices. So our technology to sustain the network should be changed because the noises, the kind of noises is different. It makes sometimes, because of digital devices, it makes sometimes you can make blackout. So I think we can cover better. Я, говорит, вижу, что в Корее, например, у нас очень много используется дополнительное оборудование, особенно в трансформаторах, которые именно снижают вопросы именно потери, да, потери, переменный ток, то есть вот этот шум, то есть это все мы можем и в Кыргызстане тоже применять. То есть, если еще кратко добавить такую мысль, что они делают не просто новая генерация, возобновляемые источники, а еще минимизация потерь в сетях. За счет того, что так и так спрос на электроэнергию растет во всем мире,
ну, как бы минимизирует за счет уменьшения потерь. Да. Thank you very much for your very interesting presentation. What do you mind about potential conflict between traditional and not traditional electricity, and taking into account the cost of 5 centers, does this mean an increase in the price of electricity in our country? Okay, thank you. Yeah. For you, question. So your question. Question for you. Yes. I don't understand. Можно повторить ваш вопрос, последний? What do you mind about potentially conflict between traditional electricity and non-traditional electricity? Yes. And what about potentially increase price between now we have a very cheap cost on Yes. electricity. Yes, thank you. Actually, in my opinion, we can reduce the cost to cooperate conventional and the new technology combination. Я говорю, здесь нет никакого конфликта, поскольку мы можем здесь комбинировать традиционные и возобновляемые источники энергии именно с помощью технологий. И тем самым общая стоимость издержек будет только падать. Actually, I have experienced previous electric field technology engineers. Really, they are world best. Я вам признаюсь, это вот у меня опыт такой, взаимодействие с энергетиками Кыргызской республики. Они очень действительно очень крутые, хорошие ребята, высококвалифицированные, опытные. I am electrical and electronical engineers. У меня специальность как раз электрическая инженеринг. In my viewpoint, the Kyrgyz NESC and the electrical power electric Stations. stations, the engineers, really very fine. И я вот как по своему образованию, я с ними сталкивался, взаимодействовал. Я вам просто четко хочу подчеркнуть, есть у нас две акционерные общества с государственным капиталом, проще говоря, государственные предприятия, такие как НЕСК и электрические станции, их инженера очень классные. But only one thing, what they are lacking of is the future technology attracting. Единственное, что у них отсутствует, именно это возможность именно привлечь технологии, ноу-хау технологии. So AI, artificial intelligence, they need. То есть им нужно активно использовать именно вот возможности искусственного интеллекта. My expectation as an engineer, very soon they will surface all over the world. Но все равно я очень оптимистично верю и прогнозирую, что как инженер, что Кыргызстан будет действительно таким прорывной страной в сфере именно энергетики. So right now, EcoPower, the movement, practicing something with consortium is really practical right now. Сегодня вот сам факт появления международного консорциума EcoPower это является практическим шагом того, что мы начинаем то, что реализовывать I expect and наши планы. no Да? conflict because they understand. The Kyrgyz engineers understand future technology very well. What about the cost of Will be lower. Это, конечно, только будет снижаться, да. Наверное, ответить на Да. этот вопрос еще. Thank you very much. Смотрите, вы имеете в виду, наверное, это стоимость сегодня, повышающий коэффициент, который государство платит за электроэнергию с объектов ВИА, правильно? Да, а тарифы, например, у населения намного меньше, правильно? Вы это имеете в виду?
Ну, во всех странах абсолютно. Вот как раз-таки наш опыт это подчеркивает, да, и подтверждает. Во всех странах, которые начинали ВИА, всегда первые пару лет был повышенный коэффициент. Это делается для чего? Ну, как бы на население я пока не видел таких каких-то законопроектов, что это кто-то будет перекладывать, но это в принципе нигде не перекладывали. Это делается для того, чтобы создать вообще инвестиционный климат, для того, чтобы сюда пришли инвесторы. Потому что инвестору нужна окупаемость. Это же как инвестиционный проект получается. Если он вкладывает там, ну, средние, крупные станции, там, это вложение там, от 100 миллионов долларов и выше, соответственно, окупаемость у них срок 25 лет. Это такие очень длинный период окупаемости. Ну и Кыргызстан это новое, так скажем, государство ВИА. Соответственно, необходимо иметь, как бы государству необходимо было подстраиваться, я так думаю, под инвестора. И вот этот тариф, 4,42 сома идет, 4,42 сома, да, вот он прописан в законодательстве АВИА, и он в принципе уже давно прописан. Просто себестоимость строительства солнечных станций и ветропарков еще 2 года назад была в 2,5-3 раза дороже, чем сегодня. И благодаря тому, что вот эта себестоимость начала опускаться, то есть это о чем вот говорит наш партнер с Южной Кореи, да, что вот благодаря, что постоянно вот эта себестоимость, она все время опускается. Например, когда я начинал в 2007 году работать, панель, вот 1 киловатт солнечных панелей, да, вот 1 киловатт, это грубо, там на тот момент было 5 панелей солнечных, стоил 5500 евро. Сегодня 1 киловатт панели стоит порядка 300 долларов. Вы понимаете, да, это 6000 долларов было и 300 долларов. Это в 20 раз опустилась цена по себестоимости производства солнечной панели. К тому же сегодня есть панель одна на киловатт, почти уже одна, там 700-800 ватт панели мощностью. А в то время они были 200 ватт, 150 ватт. Соответственно, технология поднялась, выросла, КПД вырос, себестоимость опустилась. Поэтому, вот, если быть кратким, данный тариф, он на первых этапах, да, на первых проектах, которые будут реализованы. Потому что инвестор, помимо строительства солнечной станции или ветропарка, он еще строит новую подстанцию, он строит новые линии электропередач, делает реконструкции в существующих подстанциях НЭСКО. Это большие дополнительные расходы, которые ложатся на инвестора. Ну и окупаемость 25 лет, он должен получать деньги. Там окупаемость, конечно, инвестор сам рассчитывает, как у него там финансирование там, и так далее. Плюс Кыргызстан получает там кредитная ставка другая, чем, например, в Дубае финансируешь проект и так далее. Вот, соответственно, вот это все ложится. Но из опыта даже вот взять Казахстан, например, Узбекистан, это ваши непосредственные соседи, которые тоже так начинали. И вот в Казахстане был тариф на 2013, 14, 15, 16 года, когда вот они начинали, был тариф под 20 центов евро. 18-20 евроцентов. Потом он стал 15, потом еще ниже, а сейчас аукционная система. То есть, кто предложит, скажем, лучшую цену и условия, тот и получает данный проект. Узбекистан точно так же начинал, сейчас тоже аукционная система. Вот, соответственно, там, та же Беларусь, например, тариф вообще был 32 евроцента. Да, то есть, потому что там солнце в 2 раза меньше, да, скажем, то есть можно сразу же это пополам делить. Сейчас, когда страна набрала, сколько надо было мегаватт по программе, все, этот проект закрылся, нету больше повышающего коэффициента. Перешел в частный сектор. То есть здесь будет то же самое. А насчет роста там, цен электроэнергии и всего остального, это вам, наверное, лучше государственные власти спрашивать. Мы за это не отвечаем, мы не знаем, как это. У вас, получается, в любом случае, допустим, если мы говорим о ветровом электричестве, это получается больше для частных компаний, таких больших учреждений. Если у вас стейкхолдер государства, значит, получается, это больше и затронет и не только частные предприятия, а и обычных, допустим, граждан. Да. Ну, если, насколько я понимаю, конечно. Смотрите, у нас дефицит составляет порядка, в прошлом году было 3000 мегаватт.
То есть государство вынуждено закупать, компенсировать из ближних наших соседей. С Казахстана, с Узбекистана, даже с Туркменистана закупать электричество именно осенне-зимний период, когда пик встает. У нас структура потребления, большинство, 70% это именно бытовое. Поэтому нам нужно сейчас у себя на территории повысить именно потенциал, генерирующий потенциал, возможности. А государство, закупая, уже сам знает, куда, кому, как, по какому тарифу сдавать. Допустим, да, это, если будет это для бытовых нужд, там, социальных учреждений, это, конечно, идет субсидии. Ну, как вот это чувствительная тема же для физических лиц. Вот. А где-то уже будет он компенсировать за счет, допустим, промышленных объектов. Там уже будет тариф другой. Там будет уже коэффициент другой. Там и будет по времени другой. Поэтому все зависит от того, сейчас вот как Роман сказал, нам нужно набрать массу предложения, чтобы перейти уже совсем другой уровень, аукцион. Настолько должно быть предложение больше, что уже государство сидит и проводит аукцион. Ну, плюс еще, вот, извините, Карат, вас перебью, тут еще такая есть небольшая как бы ситуация, да. Дело в том, что помимо того, чтобы инвестор пришел, нужно, чтобы еще законодательство полностью было готово. А законодательство, оно еще как бы, как вам объяснить, ну вот это как скелет уже есть, и вот он мясом обрастает, да, получается, то есть еще до конца нужно все друг с другом выстроить, все отношения, всех органов власти, параллели, этажей там, и так далее. Это все должно работать как один механизм. Тогда придет аукционная система. Потому что на аукционную систему будет участвовать уже и ваш бизнес, то есть любой бизнесмен скажет, я хочу себе на заводе поставить сейчас на крышу 1 мегаватт. Но я не хочу тратить деньги, хочу инвестора привлечь. Объявляют аукцион, приходят инвестиционные компании, говорят, да, давайте мы тебе поставим сейчас 10 мегаватт, и будешь просто у нас покупать электроэнергию. К примеру. Понимаете, то есть такие варианты, чтобы произошли, или там, например, выпуск сертификатов углекислого газа, да, СО2, что Казахстан сейчас уже делает, благодаря именно ВИА. Да, потому что вот также вот эти все это придет тогда, когда еще законодательство тоже будет готово. А для этого как бы, ну, вот как раз этот путь и нужен. Нужно построить несколько крупных объектов, инвестор должен проработать, банки должны увидеть, что государство платит, что все идет как бы, как оно написано, что другие банки видят, что там уже какие-то фонды и банки, типа там УСАИД, ЕФС, МВФ, финансируют, рефинансируют проекты, что крупные игроки, такие как на рынке присутствуют, там много китайских корпораций, французские корпорации, да, увидели, что проекты реализуются, на самом деле все происходит. И тогда уже рынок будет готов, а с дальнейшим падением себестоимости оборудования, соответственно, и тариф будет понижаться, скорее всего. Напоследок, можно? Да, конечно. Объявление. Я хочу поблагодарить своих партнеров, коллег, Ким Хо Сонг, Роман Рошель. Спасибо, что вы пришли, обратили внимание на нашу страну, на наш рынок. Я очень рад от имени нашей ассоциации иностранных инвесторов вас приветствовать, поддерживать, сопровождать. И, наконец, хочу напомнить, приходите послезавтра, вот здесь вот ваши соседи, 19 сентября, 9:30, начало регистрации. Да, здесь 10 начало у нас официально, приветственное слово, подписание меморандума, там будет презентация наших партнеров, о чем мы выше озвучили, это у нас из Польши, из Чехии, из Кореи будут, в общем, Литвы и из Казахстана. Они в Хаяте, в гостинице. Ну, вы мне можете написать, вы же меня знаете, да. Напишите, у меня номер очень простой, 3 в конце вот здесь нашего пресс-релиза написан мой контактный номер. Здесь, да, по WhatsApp можете написать, мы вас возьмем в список, включим.